Впрочем, очевидно, власти Таджикистана все-таки нашли незатейливый способ пополнить бюджет страны. Для этого, согласно решению суда, они конфискуют все имущество осужденного предпринимателя, бывшего министра промышленности Заида Саидова, включая дом, где живут его родственники, забывая об этом, что сами нарушают закон. Судебные исполнители Душанбе прибыли по месту проживания многочисленных родственников бывшего министра, требуя освободить жилье, которое подлежит конфискации в соответствии с решением суда. Они готовы изъять в пользу государства не только дома самого Саидова, но и все его родни, которые даже зарегистрированы на них. Так, например, изъятию подлежит дом брата бывшего миллионера, который был куплен тогда, когда сам Саидов был еще студентом. Претензии заявлены и на дом, где живет супруга опального политика и его дети. Согласно закону, если в доме человека, в отношении которого применяется конфискация, живут его родственники, которым идти некуда, то недвижимость не изымается. Саидов действительно очень богатый человек, вернее был им. Известно, что уже у него конфисковано как минимум 2 крупные швейные фабрики, ряд заводов и недвижимость. Ранее имущество было конфисковано у перешедшего в ИГИЛ Гулмурода Халимова, это ряд санаториев и ресторанов. После в казну отошло имущество мятежного генерала Назарзада, это фабрики и недвижимость. Это известно, а неизвестно же, куда все это имущество пошло далее, на каких аукционах продано и кому принадлежит сейчас. Между тем, арестованные накануне брат и сестра Бузургмехра Йорова, адвоката партии Исламского Возрождения, до сих пор не вернулись домой. Они были без ордеров в Душанбе арестованы, чтобы воспрепятствовать их встрече с иностранными адвокатами, которых едва самих не посадили. После того, как арестовали моего отца, начался процесс конфискации его имущества. Конфисковали все, что у него имелось. По всей видимости, этого не хватило, и теперь начали конфискацию имущества всех родственников, детей, братьев, супруги. Дом моего дяди, в котором живут 3 семьи и который он приобрел в 70-е годы, хотят отнять. Никто из судебных приставов не дает нам внятного объяснения, на основании какого закона лишают нас имущества. Это наглое рейдерство. Когда мы разговариваем с сотрудниками уполномоченных органов, они опускают глаза и говорят, что они только солдаты и выполняют приказ. Мы и дальше будем следовать букве закона, несмотря на все трудности. И если бы была возможность, мы бы отдали все, что имеем, лишь бы отец был на свободе.